Здравствуйте, это мобильные новости на Якутия-24. Меня зовут Ольга Лысак, и сегодня я расскажу вам о событиях этой недели, которые не остались без внимания пользователей социальных сетей. Сегодня в программе. Якутск дождался нового колеса обозрения. В соцсетях голосуют за лучшую ведущую новостей. Поклонники Луиса Фонси, плачьте, самый популярный клип исчез с просторов Ютуба. Как наша художница подружилась с основателем Telegram Павлом Дуровым и как местные жители собрали самодельный трактор. Итак, начинаем. Якутск дождался замены устаревшего колеса обозрения. 35 лет уже демонтированное колесо радовало гостей и жителей столицы, показывая город с высоты птичьего полета. Теперь взамен старым круглым подъемником мы увидим 12 закрытых и 6 открытых кабинок вместимостью по 6 человек каждая. Еще один плюс новинки – это его работоспособность при различных температурах. Аттракцион может работать от минус 30 до плюс 40 градусов. Если холодно, включается отопление. Жарко, работает кондиционер. К лету обещают, что появится еще 2 новых аттракциона – американские горки и замок дракона. На этой неделе в соцсетях открыли голосование за лучшую телеведущую республиканских новостей. Представлено было всего 4 девушки. Это представительницы якутского блока Оксана Устинова и Любовь Васильева. Русский блок представляла Юлия Великодная, а рубрику «Экономика» Нюргуяна Иванова. Автор поста пообещал, что победитель получит поцелуй от него, что сказать, лидирует в битве пока Юлия Великодная. Полюбившийся миллиардам людей клип Луиса Фонси «Деспасито» удалили с YouTube. Правда, лишь на время. Оказалось, это не проделки завистников, а хакерская атака. Те, кто хотел вновь и вновь просмотреть горячий клип, натыкались на кадр из сериала «Бумажный дом» с людьми в масках и оружием. YouTube и Вева пока никак не прокомментировали атаку, а взломщики написали, что сделали это ради шутки. Атаке подвергся не только самый популярный клип, но и работы Дрейка, Шакиры, Криса Брауна, Селены Гомес. Число пользователей Telegram превысило 200 миллионов человек. По этому случаю создатель мессенджера Павел Дуров попросил якутскую художницу Кыдану Игнатьеву нарисовать иллюстрацию для рассылки пользователям. По словам художницы, данный арт – цифровая графика, нарисованная на планшете. На нем изображен огромный корабль с 200 миллионами пользователей, который летит в мир Telegram. В портфолио якутской художницы несколько портретов известного предпринимателя. Некоторые из них Дуров публиковал у себя в соцсетях. Фермеры М в год новаторства в городе Якутске продолжают добровольческие и благотворительные акции. На этот раз они с мешками картошки наперевес пошли по квартирам многодетных семей. Намские мастера собрали трактор. В сети Instagram появилось видео, где взору читателей был представлен необычный агрегат. Пользователи шутят, что трактор получился совсем как в известной песне Алены Апиной «Узелок». Я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила, а потом, что было, то и полюбила. Узелок завяжется, узелок развяжется, а любовь она и есть только то, что кажется. Узелок завяжется, узелок развяжется, а любовь она и есть только то, что кажется. Неожиданный подарок вручили директору телеканала «Якутия-24» резиденты территории опережающего развития Кангаласы. Сувенир теперь занимает почетное место в кабинете руководства. Якутянка стала мисс Азия Дальневосточного федерального университета 2018 во Владивостоке. Анастасия Кычкина помимо главного титула сумела стать еще и мисс Фитнес после сдачи нормативов. Другая наша красавица Наталья Строева, которая сейчас находится в Москве и усиленно готовится к финалу национального конкурса «Мисс Россия», снялась в презентационном ролике под названием «Красота в искусстве». С приходом весны водителей раздражают не только дороги, но и, по всей видимости, другие автолюбители. В Якутске очевидцу удалось снять, как прямо на дороге разгоряченные парни выясняли отношения. Не надо так.
Не надо, так хотелось сказать еще одному горячему парню за бугром Дональду Трампу, который в один из прекрасных солнечных дней решил поиграть с ракетами и чуть ли не объявить Третью мировую. Но обо всем по порядку. Президент США Дональд Трамп написал твит, в котором пообещал нанести удар по Сирии ракетами, невзирая на российские угрозы сбивать их. Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Такие же красивые, новые и умные. Ты не должна быть партнером зверя, убивающего газом, который убивает своих людей и получает от этого удовольствие, написал американский президент в Твиттере. При этом вскоре Трамп опубликовал еще один твит, уже в несколько иной тональности. В нем он начал с того, что, по его мнению, отношения России и США еще никогда не были настолько плохими, даже во времена Холодной войны. Для этого нет причины. России нужна помощь для развития экономики. Нам было бы нетрудно ее оказать. Надо, чтобы все страны работали сообща. Давайте остановим гонку вооружений, написал он. Перед вами рядовое ДТП по улице Кравченко города Нерюнгри. Водитель, сдавая задним ходом, не заметив, наехал на близстоящий автомобиль. Стоит отметить, это уже не первая авария возле торгового центра «Парадис». Совпадение? В Алдане произошло нечто похожее, только встретились на дороге автобус и автомобиль марки «Жигули». Если на дорогах такие ситуации не удивительны, то в чистом поле удариться чуть ли не в лоб по меньшей мере странно. А есть такие, кто и вовсе не старался испытывать судьбу, но удача подвела. Так, в поселке Серебряный Бор Нерюнгринского района автомобиль ДПС просто-напросто упал. Упал микроавтобус и в Якутске. Не справился с силой притяжения и КАМАЗ. Как подписали очевидцы видео, на замечательных дорогах Якутска даже грузовики проваливаются в ямы. Неприятность произошла по улице 50 лет Советской армии. Тем временем в Нерюнгри весна идет полным ходом. Выпавшие в начале апреля обильные осадки теперь растекаются по городу в виде луж. Улиц им мало, поэтому вода набегает в дома. Местные жители жалуются, что талая вода уже топит подъезды. Вашему вниманию один из таких домов по улице Дружбы народов 17/2. Куда людям идти? Жилищная компания. Объяснения требуем. Перебираемся через коробку на улицу. Да, весна. Плавать предлагает и жителям улицы Урицкого в Алекминске. Видео так и называется «Алекминск поплыл». Что говорить? Смотрим. Спасибо главе. Все отлично делает. Я вчера наконец-то видела еще. Ну, что творится. Вот это будет детский сад. Вот тут все залито напрочь. Что творится. Как тут ходить? А следующие кадры прямиком из Кобяйского района. Здесь видно, как бесстрашные водители, не жалея железных коней, переправляются через озеро. А вот те, кому только предстоит готовиться к плаванию, так это линчанам. У них снег высотой выше человеческого роста. Они с опаской пишут о том, что все это будет скоро таять, а значит, судьбы Алекминска им не избежать. А в Нерюнгри местные жители стали свидетелями не совсем удачного способа устранения мусора. Улица Дружбы народов 10/1, подъезд 4. Горит мусор, время позднее. Звук костра, конечно, приятный, но не при таких обстоятельствах. Глава ЛДПР отметил, что во многих странах мусор научились перерабатывать. Все перерабатывают, а он у нас валяется. Но в этом-то вопросе можно наладить. Что, мы не можем заводы сделать такие, чтобы ничего не дымило? Задался вопросом парламентарий. Вот и стройте, а нам ваш мусор без надобности. На это заявление незамедлительно отреагировал наш главный общественник Антон Васильев. Он сказал, что политик просто бесится жиру. Это ничем не подкрепленное заявление, к которому, надеюсь, никто не отнесется серьезно. Природа Арктики сейчас, наоборот, нуждается в защите, подчеркнул молодой человек.
Ну а закончить наш выпуск хотелось бы якутской богатыршей и медвежонком по кличке Дагор, что в переводе означает «друг». Так вот, этот малыш приехал из Мирного в Сунтарский зоопарк «Тещин язык», где его очень ждали. Смотрители уверяют, что медвежонок чувствует себя хорошо, прошел осмотр ветеринаров, и сейчас для него строят новый просторный вольер с бассейном. Вместе с ним в Сунтар переехали 2 павлина. А перед вами невероятно ловкая и сильная девушка из Верхневилюйского улуса Настя Нюканова. Согласитесь, не каждый мужчина сможет подняться на такую высоту. Девушку, естественно, за ее смелость и выносливость наградили громогласными овациями, к чему и мы присоединяемся. Это были мобильные новости, новости, которые вы делаете сами. Если вы стали очевидцем интересного события и являетесь автором популярного ролика, присылайте нам свои материалы на телефон горячей линии. Номер указан на экране. Либо на электронный адрес nvknews@mail.ru. Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Ждем ваших сообщений. Отмечайте нас по хэштегу Якутия24 и МОБ Новости Як24. Ну а я прощаюсь с вами до следующей недели.